Новые кадры для больших задач. Именно направлению подготовки кадров и развитию молодого поколения сегодня уделили большое внимание в рамках Восточного экономического форума. Формирование кадрового потенциала является одним из важнейших условий устойчивого развития. Новые проекты требуют новых подходов, в том числе и в госуправлении. Такой тезис озвучили на встрече с участниками программы «Муравьев-Амурский-2030». Также республика подписала соглашение с президентской программой «Россия. Страна возможностей». Это не первое сотрудничество, однако теперь еще больше внимания будет уделяться развитию потенциала молодежи. Отдельно я хочу отметить, что мы очень плотно сотрудничаем с университетами. Это и Северо-Восточный федеральный университет, на базе которого мы в прошлом году открыли Центр оценки компетенций. И уже более 16 тысяч студентов прошли такую оценку, получили рекомендации по будущему собственному развитию. Поэтому, мне кажется, у нас и так уже продуктивное сотрудничество. Я здесь бы хотел сказать огромное спасибо правительству республики, Айсену Сергеевичу Николаеву, Ольге Валерьевне. Я уверен, что мы сможем сделать дальше еще больше. Прежде всего речь идет о том, что это та автономная некоммерческая организация, которая обладает инструментариями, методами, программами, проектами, которые позволят дать возможность для реализации молодых граждан нашей республики. И поэтому все проекты, которые мы уже реализуем с этой автономной некоммерческой организацией, они имеют успех и, соответственно, пользуются уже большой популярностью. Но оно становится у нас популярным. И само название говорит о том, что Якутия тоже республика возможностей. Не забыли уделить внимание и развитию промышленности. К 2028 году на полной мощности выйдет комплекс по производству гелия, который построят в Мирнинском районе. Это новые рабочие места, почти 3 миллиарда рублей инвестиций и новые экспортные маршруты. Что ждут люди? Люди ждут рабочие места, где будет достойная заработная плата, ждут улучшения городов, своих поселков, сел. И как раз такой проект, который вот Айсен Сергеевич сейчас подписал, соответственно, вместе с районом, вместе с компанией, это создание нового производства. Производство гелия у нас в республике. Будут созданы рабочие места, будем готовить кадры, будем обучать, соответственно. Будут вложены инвестиции в район, то есть повышать привлекательность для других инвесторов. Более 2,6 миллиарда рублей придет в Мирнинский район, опять-таки в нашу Якутию, создание перерабатывающего современного комплекса. На полях ВЭФ при поддержке Якутии в подшефном городе Кировское в ДНР открыли первый IT-центр на базе СОЖ номер 2. Он позволит создавать технологические стартапы и проходить IT-курсы всем желающим. Айсен Сергеевич, будучи в селе Кировском, после восстановления школы предложил такую инициативу, что да, давайте вот масштабировать опыт Якутии именно уже на новых территориях. Дети будут со всего города Кировска обучаться. То есть где-то примерно первый поток у нас будет 100 детей. И трехмесячные курсы они закончат по разным направлениям. Там разработка игр, разработка различного софта. Вот они уже до Нового года будет первый выпуск. Глава Якутии Айсен Николаев, подводя итоги работы делегации на форуме, отметил, что республика в этом году подписала соглашение, которое обеспечит развитие региона в самых разных направлениях. Сейчас мы подписали порядка 30 соглашений на общую сумму около 130 миллиардов рублей. И они самые разные, начиная от соглашения между Республиканским ипотечным агентством и корпорацией Государственной Дом РФ об расселении как раз 17-го квартала о строительстве жилых домов на месте снесенных домов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей, которая, конечно же, будет для нас основой для дальнейшей работы по расселению этого квартала. Заканчивая уже проектом, например, который сегодня мы подписали по производству гелия на основе месторождений Мирнинского района газовых. Вот самый широкий спектр, и, безусловно, все они имеют очень большое значение для экономики, для жителей нашей республики. Так завершился для Якутии Восточный экономический форум 2023. Впереди самая важная и главная задача – реализация всех намеченных планов и договоренностей для поэтапного и всестороннего развития республики. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Владивосток.